Года назад республика по инициативе Общественной организации Республики Саха-Якутия «Потомки государевых ямщиков» широко отметила 275-летие со дня становления Иркутско-Якутского тракта. В середине 17 века Якутия была присоединена к российскому государству и объявлена государевой землей. Это событие имело огромное прогрессивное и историческое значение для республики и страны. Объект сквер ямщиков выполнен в духе ямщицкого подворья в память о людях, осевших на новых для них местах и вернувшихся на свою малую родину, сильных ямщиках и пашенных крестьян, сыгравших огромную роль в истории Якутского края, в развитии его экономики и культуры. Уважаемые участники, по доброй традиции начинаем наше мероприятие с обряда освящения для благословления сквера ямщиков. Обряд проводит архиепископ Якутский и Ленский Роман. На берегу, берег О Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. О Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. О Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови настояние Твое, от верных православных христиан, нам сопротивные даруя, и Твое сохраняя, Христом Твоим жительством. Господи, молитесь милости Твоей, молитесь, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Молимся о Господине Отце нашем, святейшем Патриархе Кирилле, и о всей вот весте братьи наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о богохранимой стране нашей, властей, в народе и воинстве я, на тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, прощении, оставлении грехов врагов Божьих, жителей богоспасаемого града нашего, и всех предстоящих и молящихся, и о ежем нашем теле поживотай. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милостивый человек, любит Бог, неси тебе славу, славим Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Слава тебе, Христе Божий, упование наше, слава тебе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Высокопреосвященнейший Владыко, благослови. Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые своей Матери, и живо святых святителя Иннокентия, митрополита Московского, и культи небесного покровителя, святых и праведных Бога Отец, и Акима Иоанна и всех святых, помилует и спасет нас, яко благий человека любит.
Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Дорогие друзья, сегодня замечательный день, в день рождения нашего Якутска, древнейшего города России на северо-востоке Евразийского континента. У нас открывается ряд замечательных объектов, самых разных. Мы открыли сегодня новый, абсолютно современный дворец культуры и современного искусства имени Юрия Алексеевича Гагарина. Открыли стеллу в Парке Победы. Вот буквально сейчас открыт новый детский сад в 203-м микрорайоне. И, конечно, мы, как люди, которые чтим память своих предков, не могли сегодня быть здесь, не могли не быть на открытии сквера ямщиков. Совсем недавно вот вся республика отвечала 275 лет, как ямщики пришли сюда, как пришел сюда тракт Иркутско-Якутский. Но если вспомнить, это в то времена была единственная возможность, единственная транспортная артерия, которая связывала Якутск со всем миром. И вот от ее работы, от ее эксплуатации на самом деле зависела во многом жизнь всех жителей Якутска. И благодаря ямщикам доставлялась почта, доставлялась информация, люди перевозились. И сегодня ямщики, их потомки стали абсолютно такой неотъемлемой частью нашего многонационального народа Якутии. Я очень благодарен Анатолию Добрянцеву за то, что вот он сегодня делает очень много для увековечения памяти ямщиков, для нахождения тех или иных артефактов, для восстановления исторической правды, для составления исторических летописей. Это очень важно, потому что если ты не знаешь свою историю, у тебя нет будущего. И не мною это сказано, но это всегда так и было и будет. А зная свою историю, зная историю Якутии, как она была на самом деле, мы, конечно же, можем более смело идти вперед. Я благодарю строителей, благодарю архитекторов, благодарю наших историков, которые вот выступили с инициативой по строительству этого сквера. Большое спасибо городской администрации, которая поддержала проект, и вот вместе с республикой вот такой проект здесь у нас появился. Конечно, здесь сегодня праздник, но я об этом скажу, здесь не хватает одного объекта, здесь не хватает памятника. Я уверен, что мы в скором времени, дай бог, в 22 году, в год столетия нашей республики, обязательно поставим здесь памятник этим мужественным, смелым людям, ямщикам, которые прославили собой и всю Россию, и нашу Якутию. С праздником, дорогие друзья! Ура! За вклад в благоустройство и совершенствование архитектурного облика Республики Саха-Якутия благодарственное письмо главы Республики Саха-Якутия вручается Кычкину Ивану Ивановичу, архитектору архитектурно-планировочной мастерской «Града», автору проекта «Сквер ямщиков». Благодарственное письмо главы Республики Саха-Якутия вручается Маркиной Ирине Афанасьевне, архитектору проекта «Сквер ямщиков». За ответственное выполнение подрядных работ и за вклад в обеспечение благоустройства в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» благодарственное письмо главы Республики Саха-Якутия вручается Матаковой Амале Васильевне, индивидуальному предпринимателю, подрядчику строительства объекта благоустройства «Сквер ямщиков». Слово предоставляется главе городского округа город Якутск Сардане Владимировне Авксентьевой. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемый Айсен Сергеевич, все, кто сегодня находится на этой очень знаменательной площадке. Я очень рада, что в нашем городе появляется еще одно общественное историческое место сквер ямщика. Вы знаете, мы очень интересно сегодня провели наш день, и с исторической точки зрения тоже очень интересно получилось, потому что утром мы начали наши мероприятия торжественные на стелле, на памятнике Бекетову. И утром мы начали с того, что вспоминали казаков, тот самый отряд, который 388 лет назад
основал город Якутск, выбрал это благословенное место, где мы сегодня живем, с вами радуемся, любим, где растут наши дети, внуки. И, конечно, с безмерной благодарностью к этим героическим людям, которые осваивали север нашей России и вложили много в создание российской государственности. Потом череда совершенно счастливых событий. Мы открывали с Арсением Сергеевичем новый Центр культуры и современного искусства в Портовском районе имени Юрия Алексеевича Гагарина, что тоже очень знаменательно в год 95-летия якутской авиации, в год 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы открыли новый детский садик в самом молодом, в самом красивом микрорайоне города, в 203-м микрорайоне. Мы, кроме всего прочего, еще успели сегодня открыть основную входную часть будущего парка Победы, который также строится на народные деньги за счет тех средств, которые все горожане вложили в городской фонд Победы. И я, пользуясь случаем, хотела бы всех поблагодарить, потому что мы с вами начали большое, нужное дело по увековечиванию памяти. И совершенно логично, что этот день, праздничное мероприятие, мы завершаем вот в этом замечательном месте, сквере Ямщиков. А Арсений Сергеевич очень хорошо сказал про значение ямщиков для развития Якутии. И я бы хотела сказать, что якутские ямщики, северные ямщики – это особая высокая каста, потому что в таких лютых морозах нам сейчас с вами зимой приходится нелегко, правда? Мы и сейчас мерзнем, и морозы наши любимые тоже по-разному называем. Но представляете, в то время, 300 лет назад, в неизвестности, в неизвестно куда, в холодных краях, для того, чтобы у людей была связь, для того, чтобы люди могли получить информацию, для того, чтобы люди могли получить весточку. И поэтому этот благородный труд, этот очень тяжелый труд и в те времена очень рискованный труд, это, конечно, заложило основы того, что Якутия не была оторванной никогда от большого мира или от материка, как раньше говорили. А сейчас с развитием новых технологий, интернета и всего такого, это все последователи наших ямщиков. Поэтому, конечно, ямщики для города Якутска, для Якутии – это люди, которые сделали очень много. И очень приятно, что так же, как и Парк Победы, сквер ямщиков, значит, разработали молодые архитекторы. Молодые городские архитекторы, нам это особенно приятно, потому что это новый взгляд. Это взгляд будущего поколения на историю нашего города, на то, как можно ее увековечить и какой оно должно выглядеть. Я надеюсь, что это место, этот сквер ямщиков, и мы, городская администрация, приложим все усилия для того, чтобы этот сквер стал любимым, для того, чтобы он был живой, чтобы он жил, чтобы у него возникали свои традиции, свои истории. Сделаем освещение, значит, к следующим праздникам еще будем добавлять сюда объекты. Самое главное, приходите, чувствуйте себя здесь, как в своем собственном уголке, чтобы здесь были замечательная культурная программа всегда, каким-то праздником мы с вами будем делать, освещение, я уже сказала, в прошлый раз обещала, сейчас подтверждаю, все сделаем. С праздником, дорогие горожане, всего вам самого доброго! Вас поздравляет ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямские бубенцы». История из глубины веков, что потомки мы бреленских ямщиков. Играй домой, плясать пойдем, в Якутии мы 300 лет живем. Играй домой, плясать пойдем, в Якутии мы 300 лет живем. Екатериною издан был указ олене матушке проложить в снег. Играй домой, плясать пойдем, в Якутии мы 300 лет живем. Играй домой, плясать пойдем, в Якутии мы 300 лет живем. Мы Пилиповы, ой, муравские, прародители ярославские. Играй домой, плясать пойдем, в Якутии мы 300 лет живем. Играй домой, плясать пойдем, в Якутии мы 300 лет живем. Ямщик Факей народил детей, если всех собрать,
и деревни нас. Играй гармонь, плясать пойдем, в Якутии мы 300 лет живем. Играй гармонь, плясать пойдем, в Якутии мы 300 лет живем. У всех семья многодетная, ведь любовь у нас очень крепкая. Играй гармонь, плясать пойдем, в Якутии мы 300 лет живем. Играй гармонь, плясать пойдем, в Якутии мы 300 лет живем. За красавицы, за полярочки, внучки, правнучки, якутяночки. Играй гармонь, плясать пойдем, в Якутии мы 300 лет живем. Играй гармонь, плясать пойдем, в Якутии мы 300 лет живем. Свадьбы новые намечаются, род Филипповых продолжается. Играй гармонь, плясать пойдем, в Якутии мы 300 лет живем. Играй гармонь, плясать пойдем, в Якутии мы 300 лет живем. Будем петь, плясать, брашку пить, гулять, дни рождения, юбилей справлять. Играй гармонь, плясать пойдем, в Якутии мы 300 лет живем. Играй гармонь, плясать пойдем, в Якутии мы 300 лет живем. Пусть года идут, и века пройдут, деньги русские все равно берут. Играй гармонь, плясать пойдем, в Якутии мы 300 лет живем. Играй гармонь, плясать пойдем, в Якутии мы 300 лет живем. Слово предоставляется руководителю управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия Ирине Дмитриевне Алексеевой. Я от всей души хочу поблагодарить сегодня тех, кто вложил частицу своей души в открытие этого замечательного места. Минстрой Российской Федерации, на средства которого мы благоустраиваем такие общественные пространства, определяет 5 критериев успеха таких территорий. Самый первый критерий – это историческое значение места и выбор места. Вот именно это место, которое выбрано под сквер ямщиков, оно является началом истории нашего города. И здесь, в замечательном ансамбле с духовной семинарией, с историческим знаковым символом этого места, это первое, с чего мы начали. Второе – это вовлеченность самих жителей. Такие городские сообщества, как сообщество людей, которые ценят историю, они с самого начала были вовлечены в разработку этого проекта. И совместно с нашими коллегами, с Русланом Васильевичем Васильевым, с Андреем Анатольевичем Высоких, Общество охраны памятников истории и культуры с самого начала, еще 2 года назад, даже еще раньше, когда Анатолий Анатольевич пришел к нам в управление архитектуры городское, мы начали думать, как же обустроить это место. И вот то, что сегодня получилось, это общий успех. Третья очень значимая часть успеха таких территорий – это экономическая эффективность. Вы не поверите, как нам сегодня сложно перестраиваться, чтобы обеспечить успех таких территорий. Мы здесь специально предусмотрели теплые павильоны, вот обратите внимание, они круглогодичные, для того, чтобы те, кто будет держать на балансе эту территорию, имели возможность заработать, имели возможность иметь доходную часть, которая будет направлена на содержание этого места. И это очень здорово, что сейчас мы разрабатываем совместно проекты, изначально понимая, кто будет пользователем и что здесь будет происходить. И огромная благодарность всем Кириллу Евгеньевичу Бычкову, благодаря которому мы вообще получили финансирование на эту территорию. Александру Сергеевичу, нашему главе, благодаря которому мы вообще сегодня по республике делаем, мне кажется, совершенно уникальные вещи, уникальные проекты. И, конечно же, нашим архитекторам, любимым моим коллегам, которые вложили душу для того, чтобы получились такие интересные объекты.
С Днем города, Сардана Владимировна, от всей души всех жителей города, лично Сардану Владимировну, всех поздравляю с этим замечательным праздником. И с уверенностью могу сказать, что в нашем городе мы будем делать больше таких территорий. Каждый уголок нашего города достоин подобного отношения. Спасибо. Слово предоставляется председателю общественной организации Республики Саха-Якутия, потомки государевых ямщиков Анатолию Анатольевичу Добрянцеву. Уважаемый глава республики, уважаемая мэр, владыка Роман, действительно сегодня в нашей столице в день 388-летия уникальное историческое событие. А тракту исполняется 277 лет. 2 восьмерки и 2 семерки. Символично так получается. Но 2 года назад, конечно, мы подняли всю общественность, республику, значит, руководство 2 регионов. Но это не 2, даже 4 года назад мы начали подготовительную большую работу 275-летию со дня становления этого тракта. Я встречался с губернатором Иркутской области, с Левченко Сергеем Григорьевичем, с председателем парламента Иркутской области Брилкой Сергеем Фатеевичем, которые поддержали наши проекты. Это наша экспедиция, культурно-этнографическая, историческая экспедиция по следам государевых ямщиков по всему тракту, который мы совершили летом 2017 года с Иркутска до Якутска с посещением 126 почтовых станций. Иркутяне здорово тогда поработали. И, значит, результат сегодня по Иркутской области фактически везде стоят такие верстовые столбы. В 2018 году мы небывалую, значит, реконструкцию почтовой гоньбы провели с Иркутска до Якутска. Я одном из старинных площадей города Иркутска дал старт этой реконструкции. И через 15 дней вот эта почта по различным видам транспорта, ну, в основном, конечно, автомобильный транспорт, где-то по нашему, особенно Хангаласскому району, гужевой транспорт, как в старину. И, конечно, мы 1 апреля встречали эту почту, провели в городе Якутске первый форум потомков государевых ямщиков с участием иркутской делегации. Ну и, конечно, вот мы продолжаем эту работу. Вообще нынче исполняется 20 лет нашей общественной работе. Когда я 18 лет, проработав на севере, возглавил свой родной район, началась эта работа. И, конечно, этот сквер – подарок нашему 20-летию, значит, общественной организации «Потомки государевых ямщиков». Буквально мы вчера открыли один прекрасный объект напротив Ленских столбов, прекрасную, самую лучшую часовню в нашей республике, почтовой станции Патымайская. Это будет тоже очень серьезным объектом туризма. Вот наши экспедиции последние 2 года в Российской Федерации занимают первые места. Большая страна, узнай больше, как лучший туристический продукт. Это, конечно, очень большие достижения. Мы в конце года готовим очень большую книгу, всю историю тракта и нашу 20-летнюю современную работу там будем отражать. Везде, во всех почтовых станциях по Хангаласскому, частично по Алекминскому, Ленскому району построены, установлены православные часовни и церкви, потому что наши люди были глубоко верующими, православными людьми. Они внесли, конечно, очень большой элемент культуры, как землепашцы, как хлеборобы. Якутский ученый, профессор, историк Федот Григорьевич Сафронов в 3 словах дал очень емкое понятие. Русские крестьяне, ну в том числе, конечно, наши ямщики по тракту, совместно с крестьянами Амдинской и Алекминской слободы, значит, произвели переворот в экономике края,
внедряя более прогрессивное, значит, земледелие в нашем северном крае. Но сегодня, конечно, мы благодарим строителей, архитекторов и так далее. Но мы с Ириной Дмитриевной обстоятельно на днях тут обсудили, некоторых элементов не хватает, но памятники сам Арсений Сергеевич сказал, это очень здорово. Этих элементов памятник, ну, наверное, ко Дню Республики мы завершим, чтобы он был в полном комплекте, в полном порядке. Поэтому, конечно, я от всей души поздравляю наших потомков. Но сегодня маловато, и пандемия, и отпуска, в деревнях все картошку копают и так далее. Поэтому, конечно, это большой праздник для потомков ямщиков. В городе Якутске примерно, значит, 70-80 тысяч потомков ямщиков проживает. Это выходцев, значит, Алекминского и Якутского округов нашей республики. Поэтому, я думаю, действительно, этот сквер будет историческим, посещаемым, самым добротным местом, что в дальнейшем молодожены будут сесть на кошовку, значит, фотографироваться, держать завод же. Это наша история, это наша историческая глубокая память, отдание, значит, дань уважения нашим предкам, действительно, значит, людям, которые отдали свою жизнь в этом далеком краю. И мы, родившиеся ныне в 10-12 поколении, конечно, не должны забывать нашу историю, историю наших предков. С праздником, дорогие горожане! Ура, товарищи, с открытием сквера ямщика! Вас поздравляет ансамбль потомков государевых ямщиков «Ямская гармонь». Моя Россия, живи красиво, а мне по сердцу город теплой. Кому на зависть, кому на диван, моя Россия, живи и пой. Кому на зависть, кому на диван, моя Россия, живи и пой. Она речкая над полем удаль размах, и парит душа крылата на семи ветрах. Всем друзьям тут хватит места некогда души. Будем вместе, будут песни, значит будем жить. Моя Россия, живи красиво, а мне по сердцу город теплой. Кому на зависть, кому на диван, моя Россия, живи и пой. Кому на зависть, кому на диван, моя Россия, живи и пой. Моя Россия, живи красиво, а мне по сердцу характер твой. Кому на зависть, кому на диван, моя Россия, живи и пой. Моя Россия, живи красиво, а мне по сердцу